Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Продолжается рост заболеваемости коронавирусом в Якутии. В Нюрбинском районе приняты дополнительные ограничения. Лучшая редакция среди районных газет трудится в Амгинском Улусе. Расскажем о местном издании, возраст которого почти 90 лет. Дети Азии возвращаются домой. Якутск примет международные спортивные игры в 2024 году. Во дворе жилого дома в центре Якутска загорелся гараж. Внутри металлического гаража в момент возгорания находился автомобиль. Все произошло во дворе жилого дома по адресу Кирова, 17/3. В настоящее время пожар ликвидирован, погибших нет, сообщили в МЧС России по Якутии. Сейчас выясняют причины происшествия. 872 дня и долгожданный момент освобождения. Сегодня, 27 января, в России отмечается день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден. В честь одержанной победы в городе прогремел салют в 24 артиллерийских залпа. Это был единственный за все годы Великой Отечественной войны салют, проведенный не в Москве. Уникальный пример. Такого нет в истории, чтобы такой большой город держался почти 3 года в условиях блокады. При этом, конечно, испытывая тяжелейшие условия, прежде всего и голода, холода, нехватки всего необходимого, болезни, медикаментов и так далее. И при этом не сдавался почти 3 года и вышел победителем, можно сказать. Глава Якутии А.С. Николаев и ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий подписали меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский. Республика Саха-Якутия». В рамках консорциума крупные промышленные компании и индустриальные партнеры получат возможность за счет научного потенциала вузов на территории республики в партнерстве с МГУ внедрять инновационные разработки в практику. А система профобразования станет более практически ориентированной. Теперь к эпидобстановке. Еще 1937 человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки, сообщает Оперштаб. Из них в Якутске 1491 заболевший. В Мегино-Кангаласском районе 145, в Алданском и Усть-Алданском районах по 40, в Татинском 32, в Верхневилюйском 29, в Мирнинском и Нюрбинском районах по 26 случаев заражения, в Тампонском 25, в Амгинском 21, в Хангаласском 16, в Чорапчинском 14, еще в 6 районах от 1 до 8 заражений ковидом. Вчера в республику поступила первая партия детской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник-М» 720 доз. В ближайшее время будет организована работа по добровольной иммунизации детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Первыми желание, прежде всего, вакцинировать своих детей выразили медицинские работники. Соответственно, и города Якутска, и республики, в связи с чем будет организована работа именно такого плана. Еще раз обращаю внимание, как и не раз говорил глава республики, иммунизация детей – это исключительно добровольное, соответственно, мероприятие, и решения будут принимать, исходя из действующего законодательства, родители как законные представители ребенка. В Нюрбинском районе наблюдают рост заболеваемости. Ситуация остается стабильно напряженной. Ранее все школы Нюрбы были переведены на дистанционную форму обучения. Теперь дистанционно учатся все школы района. Детские сады тоже ушли на карантин, работают только дежурные группы. С сегодняшнего дня до улучшения эпидобстановки приостановлено проведение периодических медосмотров работников предприятий. В настоящее время амбулаторное лечение в Нюрбинском районе получает 167 человек, в стационаре 12 заболевших. На самоизоляции находится 253 контактных лица. На данный момент оперативным штабом предприняты меры
по снижению резкого роста распространения штамма омикрон по району. То есть одним из ключевых мероприятий является это мобилизация амбулаторно-поликлинической службы Нюрбинской ЦРБ. То есть все ОРВИ, симптомные больные, то есть сейчас обслуживаются и будут обслуживаться только на дому. То есть приема в поликлиниках и в ФАПах, амбулаториях только соматические больные будут. Предприятия Хангаласского УЛУСа предоставляют свой транспорт и водителей в помощь выездным бригадам. Из своего автопарка выделили транспорт Управления образования района, филиал ГУП ЖКХ, Хангаласский газстрой, Пенсионный фонд, Управление культуры, спорткомплекс города Покровска и другие. Привлеченные автомобили курсируют в Покровске, в поселке Максоголох, в селах Ой и Актемцы. Для них составили сменный график. После каждой смены автомобили проходят санобработку. Первым на помощь медикам пришло районное управление образования. Из-за того, что школы перешли на дистанционную учебу, а детские сады работают в ограниченном режиме, школьный транспорт вынужденно простаивал. Конечно, как только нам центральная районная больница попросила помочь с транспортом, мы сразу откликнулись, потому что выездов нет. Машины действительно сегодня у нас свободны. Мы создали условия для безопасной работы водителей, то есть отгородили рабочее место водителя. Население города, руководители и вообще жители отнеслись к этому с пониманием, что да, надо, не должен врач сегодня ходить пешком на вызовы, и чем больше мы условия совместно создадим, тем мы решим эту проблему с этим коронавирусом. К другим темам. В Якутске начали строительство нового пункта содержания безнадзорных собак. Закуплены строительные материалы и привлечена спецтехника. По предварительным данным, объект начнет функционировать через месяц и сможет содержать около 2000 животных. По завершению строительства закроется временный пункт передержки собак на улице Автодорожной. Отметим, любой желающий может забрать из пункта передержки собаку себе, тем самым освободив место для другого животного. В Нерюнгри в течение 3 дней работал вице-консул канцелярии в Якутске посольства Республики Кыргызстан в России. Он прибыл по приглашению районной администрации, чтобы оказать правовую помощь гражданам Киргизии. Детали визита у Тамары Игнатьевой. В Нерюнгринском районе проживают как трудовые мигранты из Киргизии, так и граждане, давно получившие российское гражданство. Всего около 1000 человек. Киргизы живут со всеми в мире и согласии, добросовестно трудятся в разных отраслях и вносят свой вклад в социально-экономическое развитие района. От них и поступило обращение в адрес вице-консула. Наш гражданин оказался нетранспортабельным к переезду в город Якутск, так как при оформлении паспорта необходимо наличие человека, пришлось нам по приглашению главы района, также по согласию посольства Кыргызской республики осуществить этот консульский выезд. В течение 2 дней вице-консул провел личный прием, на который пришли 15 человек. Они получили консультацию в правовых вопросах по обмену паспортов водительских прав. В рамках визита в районной администрации состоялось совещание с участием представителей органов ЗАГС и руководителем отдела МВД по вопросам миграции Ириной Норвиной. Стороны обсудили детали взаимодействия и нашли полное взаимопонимание в рамках исполнения миграционного законодательства, в том числе изменений, которые вступили в силу в декабре прошлого года. Хотелось бы выразить огромную благодарность Ирине Владимировне и вообще отделу по вопросам миграции, потому что мы заметили, и это чувствуется, очень качественный, адекватный, очень простой, по-человечески хороший подход к иностранным гражданам, может быть, или вообще к своей работе. Потому что были получены очень качественные и содержательные ответы. Благодарны районной администрации, потому что мы на территории этой районной администрации эту встречу провели. Вице-консул отметил, что рад дальнейшему сотрудничеству по части привлечения инвестиций в организации предстоящих юбилейных мероприятий, посвященных столетию создания Якутской АССР и 125-летию со дня рождения Максима Амосова, выдающегося государственного деятеля, который также внес огромный вклад в становление государственности Киргизии. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри.
Дети Азии возвращаются домой. Якутск в 2024 году примет 8-е спортивные игры. Глава Якутии Айсан Николаев и президент Международного комитета игр Владимир Максимов подписали соглашение о взаимодействии в рамках подготовки проведения 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Они пройдут летом в Якутске в 2024 году. Напомним, первые игры прошли в 1996 году. Якутск провел первые 6 соревнований, а после огонь игр передали другим городам. Южно-Сахалинску в 2019, Владивостоку в 2022 и городам Кемеровской области в 2023 году. Я бы хотел поблагодарить Владимира Владимировича Максимова, который проделал большую работу в федеральных органах власти с рядом международных спортивных организаций для того, чтобы это решение было принято. И решение это было принято единогласно и на уровне правительства Российской Федерации, где межведомственная комиссия по проведению международных соревнований единогласно решение это поддержала, и на уровне уже непосредственно стран Азии. Помимо самих игр, комитет реализует также и образовательные проекты. В этом году у нас стартует 3 проекта. Буквально в середине февраля в Кузбассе уже состоятся тренировочные мероприятия для стран Азии. В том числе, я думаю, что осенью этого года и город Якутск примет один из проектов комитета, направленный на объединение и развитие детского спорта в азиатском континенте. Глава Амгинского улуса Николай Архипов провел встречу с представителями прессы. Подвели итоги прошлого года, наградили лучших работников. Газета «Амма-Олого», одно из старейших изданий в республике, выходит с апреля 1933 года. На сегодняшний день над выпуском газеты работают 9 человек. Помимо этого, коллектив трудится над выпуском книг и сетевым изданием «Улус Медиа», ведет страницу в Инстаграме. По итогам прошлого года редакция признана лучшей редакцией среди районных газет и получила звание Гран-при в номинации «Медиа-лидер». Наше главное предприятие ГАО «Сахапечать» впервые провел конкурс среди улусных газет, в которые входят 33 улуса. И, чтобы поднять эффективность работы, высокопроизводительность. И в этом установил 4 номинации. Да? И во всех номинациях мы заняли места. И в итоге самый приз, первый лидер, медиа-лидер года, Гран-при, получила газета «Амма-Олого». То, что мы все рады, и в этом нам помогли наши общественные корреспонденты. К текущему часу это вся информация. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.